Пожалуй, нет в нашей стране, как и в самой России, человека, который хоть раз не слышал бы имя Антона Степаненко. Чечня, Ирак, Сирия, нападение на Цхинвал – далеко не полный список горячих точек, в самом сердце которых Антон Степаненко не просто бывал, но внимательно следил за ситуацией, оценивал риски, делал выводы и передавал информацию на наши с вами телеэкраны. На встрече с журналистами Абхазии, само собой разумеется, тема войны была в центре внимания. Степаненко рассказал, как все начиналось. На такую серьезную войну я, пожалуй, в первый раз попал в 95-м году. Я тогда работал в агентстве «Интерфакс». Это январь 95-го, новогодние бои за Грозный. Ездили в Грозный. Но самое сильное впечатление на меня, такого московского молодого человека, произвел полевой морг в аэропорте Северный. Туда свозили останки солдат, которые погибли в новогодний штурм. И, вернувшись в Москву, для меня было как два мира, два детства. В голове не укладывалась вот эта картинка. Бои, война в полный рост, погибшие и вот такая праздничная Москва, люди занимаются своими делами, и, в общем, было впечатление, что всем наплевать. Хотя 2 часа лету, и ты уже в абсолютно другом мире. Война – это всегда страшно, она слишком близка со смертью, она несет страдания и ломает судьбы. Быть на войне страшно, рассказывать о ней еще сложнее, но нужно. Так Антон Степаненко не раз оказывался в ситуации выбора – остаться в нарастающей эскалации или благополучно вернуться домой. Журналистское нутро и жажда правды всегда брали верх. Вот мы с Русланом вчера обсуждали, он мне рассказывал про работу журналиста в 92-м году, 93-м. Я, собственно, да, у меня тоже было два момента. Это в Цхинвале 9 числа, когда была предпринята последняя атака грузин на город, и часть журналистов посчитали для себя лучшим эвакуироваться из Цхинвала. Остались НТВ, ТВ-центр, Руслан Гусаров, Женя Поддубный. Наша группа осталась. И на самом деле я посчитал правильным, то есть я посчитал для себя неправильным принуждать своих коллег, это инженер, водитель на флайке и оператор. Ну и как-то вот мы своим кружком посовещались и, в общем-то, остались все. Следующий подобный случай ждал в 2003 году в иракском Багдаде. От Первого канала был парень постарше меня, арабист. Он сказал, что я видел гражданскую войну в Бейруте, в Ливане, и я понимаю, что такое городские бои на Ближнем Востоке. Я однозначно не хочу оставаться, не хочу подставлять ни себя, ни группу. И они уехали. А мы тоже вот с ребятами посовещались и как бы приняли решение остаться. Об этих решениях Степаненко не жалел никогда. Он не раз был в смертельно опасных ситуациях, но каждый раз ему удавалось вернуться в родную телестудию живым и невредимым. И что самое важное, успеть своевременно донести до зрителя хронологию важнейших международных процессов перестройки и военного передела мирового влияния. Степаненко вообще обожает медийную работу. Историк-востоковед по образованию, он считает, что журналистика – это потрясающе. Лишь изредка происходит выгорание, которое Степаненко компенсирует все там же, в профессии. Может быть, это усталость или глаз замылился, но порой, оказавшись где-то и беседуя, да, с какими-то людьми, я себя ловлю на мысли, что ровно такие вопросы я уже задавал 100 миллионов раз. И ровно такие же ответы я тоже десятки тысяч раз слышал. Поэтому, может быть, имеет смысл. Опять же, я вот про себя думаю, пробую, да, вот сделать шаг в сторону, как бы в какую-то смежную тему. Потому что вот этим летом я сделал специальный репортаж о восстановлении инвалидов, которые стали, собственно, инвалидами в результате боевых действий на Донбассе. Ополченцы, да, вот разные судьбы, разные люди, как, в общем-то, но по большому счету их всех объединяет то, что это люди со стержнем, да, они не стали пить, не наложили на себя руки, не махнули на себя рукой, а как-то пытаются, да, с тяжелыми ранениями, с ампутациями, без каких-то конечностей, но они пытаются найти свое место
в новой для них жизни. Одной из последних в жизни военкора Степаненко была война в Донбассе. Страшно, как отмечает журналист, ему не было. Порой было волнительно, да и то не за себя. Для меня самое неприятное – это дорога. Дорога, потому что приходится доверяться водителю или проводнику, или переводчику, а он порой сам не очень понимает ситуацию. И да, вот как было в Донецке в 2014 году, там постоянно была короткая трасса от Донецка до Горловки, там полчаса езды. Но она как бы шла прижатая к линии разграничения. И подъезжаешь к ополченцам на пост, спрашиваешь: пацаны, а как дальше? Свободная трасса? Говорят: да вроде да. А машина когда оттуда и туда уходила? Мне говорят: час назад. Мы попробуем, попробуйте. И едем в непонятку. Вот это самое неприятное. Когда уже добрался до какой-то там до позиции, до расположения, там уже можно выдохнуть и понимаешь, что ты вокруг среди людей, и, в общем-то, тут судьба одна на всех. У коллег из Абхазии было много вопросов к Антону Степаненко. Среди них, как относится семья к частым рискам жизни во благо профессии. Относится, кстати, нормально. Может, потому что и первая, и вторая супруги сами журналисты. Вот только мама переживает, рассказывает военкор. Особых увлечений у Степаненко нет. Всю его жизнь, в том числе досуг, занимает бескрайняя многогранная журналистика. Так как же научиться делать хороший контент? Как привлечь сегодня внимание столь искушенного телезрителя? Интересовались коллеги. Я не знаю, как научить. Единственное, наверное, у меня какое-то объяснение, это журналисту должно быть интересно, да, он должен быть совестливым, что ли, наверное, человеком, и слушать и слышать людей, и пытаться понять и пропустить через себя их ощущения. Вот. И тогда, наверное, будут получаться какие-то честные, откровенные, порой, может быть, пронзительные телевизионные работы. Антон Степаненко пожелал коллегам всегда работать, будучи в ладах со своей совестью. По его признанию, побывав в самых разных горячих точках мира, осветив самые сложные для человеческого восприятия темы, он сегодня с легкостью может поехать в Схинвал, Донецк, Багдад, Грозный и Луганск и посмотреть в глаза ветеранам. Это и есть правило его жизни – жить по совести. Встреча с абхазскими журналистами длилась около 2 часов. Илана Казымба, Торник Амичпа, Абаза ТВ.